алейкум ва рахматуллах. Дорогие братья, сегодня мы рассказали про одного большого разбойника, который похищал людей, ограблял, в конце стал большим праведником. Причина, что он был очень жестокий, никого не помиловал. Что действовало на его сердце? В конце поймем эту историю, иншаллах. Был такой человек, Кади Аяд. Его назвали Кади. Это Кади не каждого звали. Это больших ученых, которые суд решали. В конце он таким человеком стал. А зовут его имя Аяд. Кличка Кати Ар-Тарик. Разбойник, который нападает на караваны людей. Однажды он слушал от каких-то людей, которые остановились, они говорят друг другу: ну давайте отсюда отойдем на сторону, чуть подальше. Здесь мы слышали, здесь бывает человек по имени Аяд. Кто ему глаз попадает, кого он увидит, он от него не пройдешь, не убежишь. Настолько сильный человек. Когда он их услышал, он сам себе сказал: о Аллах, я каюсь, пускай люди будут жить спокойно от меня. И Аллах принял, говорит, его дуа. Как эти слова простые, да, вот, которые он услышал, подействовал ему. От него боялись, говорит, даже правители, простые люди. И женщин, детей пугали, говорили, как мы говорим, вот сейчас бабау придет. Женщины пугали своих детей. Сейчас Аяз придет и вот заберет вас. Вот так имя его распространилось. Когда слышали, в каком-то селе есть Аяз, эту ночь люди нормально не спали. Думали, вот сейчас он придет к нам. Вот так настолько боялись. Когда он, этот человек, коротко я рассказал про него, но когда он покаялся, стал праведником после этих слов, у него спросили: о шейхна Аяз, мы знаем, какое у тебя было твердое сердце. Что тебя превратил на эту сторону? Причина. Он сказал, говорит: Валлахи, я клянусь Аллахом, инни ла арифу сабабаха. Я знаю причину, которая меня заставил стать праведником. Лакад марарту, однажды я проходил возле базара в Багдаде, где продают арбузы. Ваджатту варакатан, я нашел, говорит, листок с Корана, который лежит на земле. И никто его не поднимал. Под этим листом ходили люди, топтали, получается. Я отошел, увидел это, поднял, говорит. И она грязная была, говорит. Фамасахту, а я ее почистил. И пошел, кто продает вот эти духи, ислам, да, вот это. У меня 1 дирхам тоже был, говорит, в кармане. За это 1 дирхам купил эти духи, миск, и добавил на эту страницу, сделал, чтобы от него хороший запах появился. Клянусь Аллахом, говорит, я это сделал и поставил на стену, говорит, чтобы люди не топтали. И тогда я услышал голос, говорит: я Аяд, хей Аяд, ла утайибанна исмака, кама тайябта исми. Как ты мое имя возвысил и прекрасным сделал его, я твое имя тоже возвысить буду. Вот такой голос услышал, говорит. Голос от кого, от чего? Ну, слышал такой голос. Валидалика, поэтому Аллаху Та'ала меня, по причине это хорошие мало действий, которые он сделал, хотя он был самым плохим человеком, Аллах причину сделал, это хороший амал. Немного время прошло, и он стал праведником. Конечно, он, наверное, не раз видел таких людей, которые боятся, плачут, женщины, дети. Ничто не действовало на этого человека. Нам какой урок это дает? Это урок нам дает: человек, каким бы он плохим не был, он должен делать какие-то хорошие действия, маленькие, хорошие амалы. Мы сейчас, мы тоже не хорошие люди. Один Аллах знает, сколько у нас грехов. Кто-то вот бояться от Аллаха всегда нужен. Человек, хоть он хороший, очень много совершает хадж, ораза,
Он от чего боится? Он боится, что Аллах не примет, что у него это пошло, может, показуха. Он же не знает. Поэтому Аллах в Коране говорит про тех людей, которые совершают благие деяния. Каких хвалит Аллах Та'ala? Вот здесь аят, из которой нам ясно, четко говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, валладина ю'туна ма атау ва кулубухум ваджилатун аннахум иля раббихим раджиун». И те люди, которые раздают то, что Аллах им давал, закат и остальные благие деяния, то, что делают, ва кулубухум ваджила, их сердца боятся, говорит. Он хотя он совершает хорошие дела, но однако он боится. Чего он боится? Может, Аллах не примет. Аннахум иля раббихим раджиун. И они боятся, что они будут возвращаться Аллаху. Вдруг сердце у них не ради Аллаха было. Из-за этого боятся. Как грешники боятся от своего греха, праведники тоже боялись от своих благих деяний, которые они делали ради Аллаха. Принял ли Аллах или не принял? Аллах называет, вот это если у тебя есть страх, Аллах их хвалит. Про них говорит: «Улаика юсариуна фил хайрат». Вот они, говорит, те люди, которые спешат на хорошие дела делать. «Вахум ляха сабикун». А кто уверен в себе, то, что он сделал все благое, что Аллах принял, это у него, может быть, Аллах не принял. Никто не знает, Аллах принял или не принял. Вот такой хабар есть, как все слышали в хадисах, не только хабар. Пророк, алейхиссалату вассалам, рассказывает, какой-то человек, который гулящий, Баги, говорит, из Бану Исраиль, когда мимо пустыни проходил, он жаждал очень. Спустился на колодец, пил воду и вышел, увидел собаку. Собака тоже так же жаждала. Взял свои туфли и спустился, взял воду и напоил этого собаку. И пророк, алейхиссалату вассалам, наш пророк говорит в хадисе, из-за причины, вот из этого амал, Аллах его простил, говорит, все грехи. То есть, ученые алимы разъясняют этот хадис, это не значит, этот человек остался таким же гулящим, плохим, от того, что он напоил одну собаку и стал праведником. Нет, не так это. Хадис объясняет, из-за его действий, у которого он вот милосердие собаку, который никто не видит, там один Аллах видит то, что он делает. По этой причине Аллах его наставил на правильный путь, говорит. Аллах себе его взял, говорит. Вот благой день. Видишь, человек может не считать это особо важным вещем, да? Вот, собаку напоил, собака наджаз, на него внимание не надо обращать. Может так подумает. Но однако Аллах, сейчас мы хадисы расскажем, вот этот другой хадис, скрыл свое довольство в благих деяниях. Не знаешь, какое благое деяние ты сделаешь, Аллах будет доволен. Поэтому собаку напоит, будет милосерден для людей, остальные также убрать грязь где-то. Ты не знаешь, из-за какой причины Аллах тебя поднимет и повесит. Поэтому делай больше хорошего деяния. А то, что ты, может, хадж совершил, может, там ты начал кому-то рассказывать, не так искренне был у тебя хадж, может. Кого-то там обидел, испортил. Ты же не знал, что Аллах, видишь, нам один рассказал, что мы внимание обращали на такие мелочные амалы. Может, они перед Аллахом большие. Призывают побольше благих деяний делать. А в другом хабаре, хадисе, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, одна женщина зашла в ад. По причине чего? Кошку мучала она. Закрыла комнаты и кушать не давала, пить не давала. И не дала кошку, чтобы на улице там крыса ловила что-то. Это притеснение. Вот она молилась, хоть что бы не делала. Вот видишь, здесь Аллах скрыл свой гнев в грехах тоже говорит. Это второй. Вот именно за этот грех этой женщине пришлось ад зайти. Пророк, алейхиссалату вассалам, нам это объяснил. А кто знает, никто не может говорить, а кто, ад еще никто не пошел. Нет, такой нету. Нам пророк то, что будущее много же чего рассказал. Вот сегодня. Он же с нами нету, но он рассказал, что будет. Также судный день он нам рассказал, что будет. Вот одна вот женщина. И подобие этой женщины, те люди, которые притесняют детей, независимо кошка, любая вещь, которую ты вот подумал, это ничто, из-за этого можешь ты попасть
ада. Джаханнам это легко, что ли? Он посчитал, она посчитала, наверное, ну что там. Также люди есть, которые ущемляют невесте. Давит, давит, без конца мучают. Если из-за кошки человека Аллах отпускает, если человек не думает об Аллахе, мучает невесту, настолько вот, да, за это тоже может он попасть. Поэтому от греха, любой грех, надо быть осторожным от греха. Вот это второе. Третье. Аллах скрыл, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе. «Вахфа асрараху фи халкихи». Свои тайны в своем создании тоже он скрыл. Ты не можешь сказать, какой пользы это крыса, или комар, или пчела, или же не считать человека от того, что у него там нормальная работа нету, вес нету. Не посчитать его, тоже будь осторожен, говорит. Аллах может тебя унизить именно из-за него, говорит. Как в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, говорит, «Рубба ашхаса ахбар». Как же, говорит, несколько людей есть, говорит, которые люди не признают, уважения не делают. Придет, даже может не посмотреть на него и не слушают, но однако он перед Аллахом такой вес имеет, что если он скажет: «О Аллах, сделай так», Аллах непременно сделает то, что он скажет. Поэтому нас ислам, пророк, алейхиссалату вассалам, учит уважать всех, независимо, он бедный, богатый, статус не имеет значения. Поэтому вот этот хадис нас очень пугает. Вот ислам нас призывает к этому. Кади Аяз, у него такая история. Коротко говоря, Аллах видит сердце. Когда он, смотрите, братья, он был разбойником, он таким бандитом был. Когда он этот листок поднимал с Корана на земле, он думал, да, что он это сделал, чтобы люди похвалили. Он не ожидал от людей похвалы. Он уже конченый, как бандит он. Даже он кому-то рассказывает об этом, он не думал же. Но когда-то Аллах, его на правильный путь оттянул, когда спросили у него, вот какая причина, как ты стал таким праведником, он сказал: вот я считаю, такой аламат, знамение для меня было недавно, и я вот увидел результат, и она мне подействовала в сердце. Также других хабар есть много. Один такой же был вор, бандит, пьющий. Однажды у него была очень любимая дочка, маленькая, и она умерла. Он еще хуже стал, пьющий, плохой стал от того, что он огорчился сильно на эту дочь, еще хуже стал. Смотри, разница в истории, смотри. Кади Аяз, Аллах его к себе взял из-за его хороших деяний, даже потянул к себе. А здесь этот человек не совершал никакой хорошей деяния. Он еще хуже стал, пьющий стал. Но Аллах его тоже к себе потянул. Это получается, Аллах, это дар Аллаха. Никто не может сказать, почему Аллах его наставил, хоть он был плохой, не сделал ничего хорошего. Это Аллах говорит: я кого хочу, наставляю. Без причины. Вот этого человека, сейчас я второй историю, которую рассказываю, его Аллах без причины наставил. Он увидел во сне сон, как будто он судный день настал, и люди там ужасы, и за ним бегает какой-то аждаха, он убегает туда от него, на край, и там огонь. На другую сторону убегает, там огонь. Другой дороги нет. Во сне он видит такой сон. И в конце кто-то там по дороге, среди дороги, есть один старик, еле-еле стоит. Он этого старика просит: ну, укажи мне дорогу, куда можно убегать, это аждаха, который бегает за мной, говорит, который на меня нападает. Это старик: а чем я тебе могу помочь? Ну, если как бы, вот там есть, говорит, туда иди, там есть аманат мусульман, говорит. Может там что-то кто-то тебе встретит. Этот человек, имя не хочу ошибаться, сказать про имя. Джунайд, это был, другой был. Это очень в достоверных книгах источник это рассказывает он про себя. И я побежал на эту сторону, которую этот старик мне показал.
Там смотрю, дети, говорит. И среди детей, там уже начали говорить, дети кричат, вот твой отец пришел, отец пришел. Оказывается, маленькая дочь, которая умерла, она встретила отца и побежала, обняла. И отец говорит, дочка, куда можно от него убегать? Дочка говорит, и читает аят «Алам я'ни лилладзина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах». Разве, Коран аят, который в Коране есть, разве не настало время очнуться и покаяться тем людям, которые разве верят в Аллаха, стать на правильный путь? Разве не настало время, чтобы облегчиться, стать мягким их сердца? Этот аят читает дочка во сне ему. И он спрашивает, и это Аждаха тоже остановился, как кто за ним бегал. Дочка, что за Аждаха, который за мной бегает? Дочка сказала, это Аждаха, твои плохие деяния. Ты ее настолько кормил, она большая стала. Он спрашивает, а кто это старик, который мне указал дорогу? Дочка говорит, эти твои благие деяния, говорит. Они не могут противостоять этой Аждаха. Остановить Аждаха не могут, говорит. Это слабый, говорит, хорошие деяния. И во сне он вот так очнулся. Да, настало время. Да, настало время. Вот такими словами он себе говорит и очнулся. И после этого человек стал на правильный путь. Видим разные истории. Это без причины Аллах его наставил, кого-то с причиной. Поэтому эта история нам что дает понять? Нам дает понять, чтобы мы никогда не отчаивались от Аллаха. Какие бы у нас грехи не было, всегда бисмилля, давай-ка это хорошее сделаем. Шайтан нам говорит, ты уже все испорченный человек. Зачем там мелочи делать, что-то хорошее делать? Какой бы ты плохой не был, всегда грехи не было, делай садака, делай благое деяние. Кому-то помоги, объясни что-то по-хорошему, улыбнись. Это все может из-за улыбки Аллах тебя наставить на правильный путь, помилует. Поэтому также не должен, какой бы хороший амал ты много не делал, на это тоже ты рассчитать не должен. Потому что ты не знаешь, Аллах, довольство Аллаха ты в нем получил, или гнев Аллаха в нем получил. Иногда человек читает Коран, и Коран его проклинает, говорит. Иногда человек совершает вокруг Каабы таваф, малайка его проклинает. Если уважения Кааба нету, уважения мусульмана нету, там притесняет, или там некоторые женщины были, которые хаджи. Что там все как обезьяны люди ходят, говорят, да вот, хайд этих мусульман, там грязь, только негативный увидел, с хадж вернулся человек. Такие бывают. Разве Аллах будет доволен этим человеком? Он не был доволен знамением Аллаха. Его это ничего не обрадовало. Я слышал таких людей. Они вернулись с хаджа и говорят, больше у меня в мыслях нету туда попасть. И не думаю больше туда идти. Настолько человек пришел с хаджа такими ощущениями, человек даже просто откуда мечтает? Ненавидит туда попасть больше. Ну как бы с людьми он пошла или и вернулся. Видишь, довольства Аллаха там тоже нету. Если Аллах всегда смотрит на сердце, как этого человека. Дай Аллах нам делать благие деяния искренней душой, чтобы Аллах принял их. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.